За первое полугодие 2024 года проведено 107 онлайн-заседаний. Об этом сегодня сообщил председатель Свердловского районного суда города Бишкек Таалайбек Абыкеев. Во время посещения суда представителями администрации президента, Джугурку Кенеши, Министерства юстиции Японии, международных организаций, а также руководителями Министерств цифрового развития и юстиции Кыргызской Республики. Там группа лиц идет, по 10, по 15 человек. Как нам быть тогда? Они не вмещаются туда. Таалайбек Абыкеев провел небольшую экскурсию по залам судебного заседания суда и показал, что из 6 залов 4 зала оснащено системой видеоконференц-связи, 5 системой аудио-видеофиксации судебного заседания. С марта 2024 года Свердловский районный суд города Бишкек участвует в пилотном проекте по внедрению в практику проведения судебных заседаний в онлайн-режиме в отношении лиц, обвиняемых по менее тяжким преступлениям и содержащихся в учреждении номер 21. На сегодняшний день довольно активно осуществляется взаимодействие по проведению допросов, в том числе потерпевших, свидетелей и так далее в онлайн-режиме в соответствии со статьей 290 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Всего за первое полугодие 2024 года проведено 107 онлайн-заседаний, сказал председатель Свердловского районного суда города Бишкек. Также Таалайбек Абыкеев обратил внимание участников мероприятия на имеющиеся сложности, связанные с техническим оснащением, и особо подчеркнул, что важной задачей, поставленной председателем Верховного суда Кыргызской Республики Замирбеком Базарбековым, является развитие цифровизации в судебных органах с целью обеспечения своевременного доступа граждан к правосудию и открытости судов. В ходе посещения министра юстиции Кыргызской Республики Аяз Баетов рассказал участникам о том, что Верховным судом Кыргызской Республики была поддержана инициатива внедрения онлайн-заседаний в суде. Отмечаем, что с марта текущего года вступила в силу норма, заложенная в статье 290 «Дистанционное участие в судебном разбирательстве Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики».